Первым делом призывники на пункте проходят медосмотр у 8 врачей узкого профиля. Среди них окулист, психолог, терапевт, невролог, стоматолог. Годен или нет определяют тут же на месте. Не попасть в ряды вооруженных сил рискует тот, кто болен, травмирован. Призывник не годен, если даже по весу не набирает или ростом ниже 150 сантиметров. Начинают медики с проверки давления и общего опроса. Ислам, желудок, печень, почки, сердце беспокоит тебя? В больницу обращался последние полгода. Головные боли, головокружение, слабость. Не беспокоит? Флюоры легких делали вы недавно? Делали? Если делали, донесете. Хасан Зангиев один из тех, кто намерен пополнить ряды вооруженных сил страны. Дома, правда, рвение 20-летнего призывника из Нестеровской не разделяют. Некоторые члены семьи против такого жизненного опыта. Мосхан суен болса интерес олежет сансак интерес ватса диже ренгол чханден интерес чам болуш. Разди ол каланды. Есть определенный род войск. Да воду безим войск даланды лан тарагы штей по воду янтрас. А почему выдавали? Да мосхан сан порыш өтөш атсаги. Учениш хамажи кахулун да эркезик бол безим болуш. Эфт бол контракт эгол даланды. Осенний призыв в Сунжинском военном комиссариате, как и по всей стране, стартовал в октябре. Задолго до этого оповестили ребят, вручили повестки, провели профилактические беседы с призывниками. Служить молодые люди отправляются в различные рода войск: сухопутные, железнодорожные, военно-воздушные и войска Национальной гвардии. Кампанию мы начали призывную согласно разработанных заранее планов, проектов, планов постановлений глав администрации муниципального образования. Оповещение призывных ресурсов проведено в установленные законом сроки. Начала работать медицинская призывная комиссия. На первоначальный период, с 1 октября, явка граждан проходит согласно графика установленного. Объем задания на призыв осень-21 год до военного комиссариата Сунжинского района доведен в количестве до 60. 60 человек, которые мы отправляем, они распределены по муниципальным образованиям согласно призывных ресурсов. К проведению призыва призывные комиссии, военный комиссариат готовы. Задание, поставленное военным комиссариатом республики, будет выполнено в полном объеме и качественно. Как только исполнилось 17 лет, каждый гражданин обязан встать на воинский учет. Уклонение от призыва влечет за собой административную ответственность, вплоть до возбуждения уголовного дела. Как рассказали в военкомате, зачастую призывники не приходят на призывной пункт, ссылаясь на плохое состояние здоровья или инвалидность. Нагасан деш варши отсрочек получить нагасан могут варши ши категории годности определить без ценаха каждый призыва. Они алчу каждый чухнул получка призыва тахан могут варши саквалчу та снять вежвоз следующий призыва могут тахан шолван кадар до хамаж могли от инспекция хамаж вейн. Так на следующий призыв уже его состояние здоровья надо определить. Так, уже определенно, конкретно могут жеваться, говорит, Многие призывники не знают о всех преимуществах службы в армии. В военкомате информируют о том, что солдат уже через полгода после призыва может заключить контракт для прохождения службы и по истечении 6 лет военной карьеры приобрести себе жилплощадь на сумму до 4 миллионов рублей. И таких плюсов много. Так, армия давагач, шитчегачи, срочки стоял, контракт предлагать войсковой части, контракт, разный род войск митигачи. Поэтому хайдавагач войска, контракт предлагать. Если образование или должности нормальных, возможно, варианты, так, ара давагава, хатосу, шибал да арвал, намного оттадать. Они шица балховать, жидишь, вать, сахвать, декан, водишь, давай, срочно, жидишь, армию контракт подписать, и еще дух плюс жвать.
По итогам весеннего призыва Сунжинский военкомат занял первое место и получил переходящий кубок. Работа ведется в стесненных условиях. Все врачи в одном помещении, из-за чего неудобно проводить осмотр призывников. Строительство нового военного комиссариата на месте старого позволит решить проблему. Пока военкомат размещен в старом корпусе Ингушского университета. Сейчас проводить строительные работы мешают погодные условия. Возведение объекта планируют разделить на два этапа. Сначала на территории появится новый корпус, а затем снесут старое здание, построенное еще в 1898 году. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Новости 24.